In eastern Ukraine, deadly fighting between government forces and Russia-backed separatists has been reported up and down the 450-kilometre front line. Civilians have been hit hard in the new escalation. Там еще на метр и меня. Как я же в это время не выскочила, когда вот это вот осколки летели. И такой гул стоял. Выскочила к соседям бегом. Ой, Господи. За что нам такое наказание? In the village of Trochizbienka near Luhansk, the recently renovated school suffered most. Several houses were also damaged and a shell hit Sergei Kurilov's cellar. Упал сюда хвостовик, там жену оглушило, забрали в больницу. Жена вышла на порог, она там глухнула, и она в хате упала там. Крышу будем восстанавливать. Сегодня ждем вторую волну. Люди уже как-то недалеко от дома. От подвалов, от стен крепких перекрытий. Готовят себе подвалы. Around 200 kilometres from Trochizbienka, the town of Avdiivka has been hardest hit by the upsurge in fighting. Shelling left many residents without electricity, water and heating in sub-zero temperatures. Кто желает выехать с линии огня, с Авдеевки, пожалуйста, в течение часа будет проводиться запись на эвакуацию в первой палатке. Проходите и записывайтесь. Мы вам предлагаем эвакуацию в пансионате в городе Мариуполь, совершенно бесплатное проживание на неопределенный период времени до нормализации тут ситуации. Ukrainian officials said at least 175 people, including 88 children, had been evacuated to nearby towns by bus. Это очень и очень печально. А с другой стороны, они уедут, это будет хорошо. Правильно, им там будет хорошо. А вам здесь спокойно? А мне спокойно, да. Что будет со мной, это одно. А дети, я буду знать, что они в тепле, у них все хорошо и все замечательно. Мне не страшно. А куда едете? Святогорск. Святогорск? Да. Когда назад? Не знаю. Когда закончится это все? Talks were held on February the 1st in Minsk between Ukraine, Russia and international mediators. But as people in eastern Ukraine know all too well, ceasefires are often broken as quickly as they're made.